Авария свою. Валентин Мороз, мирной ночи вам и всему украинскому народу. Надеюсь. Но это все зависит от России. Будет ли она мирная или нет. Ну, тут каждый день они стреляют из ракет по городам. Ну, не буду конкретно говорить, куда попадают ракеты. Здесь это нельзя говорить, и правильно. Но я буквально вот недавно выставлял съемки, вот, где Россия ударила вот этими ракетами и попали в жилой дом. Было ранено, ну, какое-то количество мирных жителей, и была убита даже журналистка Радио Свобода. Потом российские СМИ писали, что они ударили по какому-то военному объекту, что есть неправда, я эти съемки показывал. То есть такие бывают у них точечные удары. Так. Аларейсу Масана. Ислам. Мысли, это тебе. Ага. Тебе тут пишут, Анзор Исламик Салам Маршал. Дало, да, эту борьбу. Да, Салам Маршал. Хыл таджим ахшта салат. Хай дейл дасец, молиться, хай забаш мои. Са шадек дош, синце мою куза. Шадек дош. Седа Дарова насчет какую подлость они, ну да, по-любому приготовят. И это уже ожидается, и тут готовы к этому. Но я расскажу про подлость, которую они хотят совершить по отношению к нашему народу сейчас. Василий Докторев, здравствуйте, добро пожаловать. Так, бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую вас всех, мои братья, сестры. Давно не выходил в эфиры, и в последнее время просто у меня этого времени не хватает. Даже высыпаться нормально времени тут нету. Ну, иногда и не дают. Но ничего, работаем на полную катушку, как говорится, и будем работать, и не остановимся, иншаллах. Ко мне сегодня поступила такая информация. Я пришел с этой информацией, то есть рассказать вам, поделиться с вами. Конечно, это было ожидаемо. Кто в теме, тот знает, тот ожидал вот такое. Я, наверное, лучше всего зачитаю то, что мне прислали. У меня тоже свои источники есть. Вот такое сообщение я получил сегодня. Есть достоверная информация, что после 9 мая всех с территории Северного Кавказа, особенно чеченцев, хотят бросить в Украину. Речь идет в первую очередь о тех, кто входил в силовые структуры, включая МЧС и охранные организации, а также те, кто стоит на учете в правоохранительных органах, и тех, у кого есть финансовые задолженности. В их число могут также войти те, которые находятся в заключении. То есть сделать то, что они делали во время Второй мировой войны, кинув на фронт все мужское население, а затем подвергли геноциду их семьи, сослав их на погибель. Это показывает на то, какие на самом деле планы у руководства России. Он убивает сегодня украинцев, а также убивает в первую очередь нерусских. Вот такое сообщение я получил. Оно подтвержденное. Я вкратце получал короткие сообщения, что такое ожидается и скоро будет. То есть из-за своего бессилия Россия пытается бросить все
в Украину. Как я сейчас перечислял, это люди, которые были на учете в правоохранительных органах, даже люди, которые находятся в заключении, и даже люди, которые работают в охранных организациях, и люди, которые имеют задолженности, к примеру. Вот что такое Россия, вот что такое путинский режим. У них, оказывается, как это уже они показывают своим этим бессилием, нет уже сил. Наверное, скорее всего, они издохли. Вот. И это было видно, ожидаемо. Ну, я это заметил, когда здесь начиналась война, когда они вторгались в этом году на территорию этой страны, Украины. И когда я увидел первые кадры, как идут колонны старой советской бронетехники. Вот. Это МТЛБ, это БМП-1, БМП-2, САУ, Акация, там, Гвоздика, ну и другая бронетехника. То есть советская бронетехника 60-х или 70-х годов. Та бронетехника, которую я видел в воинских частях, к примеру, у своего отца. Ну, отец служил в советской армии, был артиллеристом. Вот, и уже было понятно, что это будет провал со стороны России. Ведь в то время, когда путинский режим грабил всю страну, грабил свое население, тем временем другие страны, они продвигались во всем. Продвигались во всем. И в вооружении, и вообще там, автомобилестроения, в технологиях и так далее. Когда Россия стояла на месте. Вот, и вы это тоже хорошо знаете. Ничего Россия не сделала для своего народа. И вообще, как я раньше говорил, у них больше стало олигархов, чем фабрик и заводов. Вот такой вот момент. И сейчас они хотят бросить всех нерусских. Это в первую очередь, как я говорил, северокавказцы. В основном это будут чеченцы, ингуши, дагестанцы. Бросить их в Украину. Вот это одна цель Путина. Этой войной убить как можно больше вот нерусских. Вот такая ненависть у них к нам, к нерусским. И, конечно же, мы знаем сегодня обстановку в нашей республике. И насколько я получаю информацию, и, наверное, вы тоже знаете, что люди уже начинают открывать глаза, альхамдулиллах, начинают открывать глаза, понимают, что такое этот кадыровский режим, что без Путина этот режим вообще ноль. И что они делают сегодня с народом, для чего давались вот эти огромные суммы денег, то есть этому Кадырову, именно для того, чтобы использовать вот так его против таких стран, как Украина, как Сирия. Ведь этот же Кадыров и этот же Путин посылают вот на войну молодых ребят, да. Мне, с одной стороны, знаете, жалко их, жалко, что у них не хватило имана, не хватило знаний, Вот когда-то, помните, когда вот шла крупномасштабная война у нас в республике, это начало 2000-х годов, в то время они давали большие деньги, зарплаты. То есть заманивали молодежь в эти структуры. МВД, там, вооруженные силы и так далее. Люди шли как бы ради того, чтобы прокормить семью, прожить, вот, ради денег шли туда. И оказались заложниками этой системы. Сегодня они не могут отойти от них.
Если они даже попытаются, как бы, то это, как вы знаете, карается. То есть они будут издеваться над родственниками, сестрами, братьями, детьми даже. Вот какая сейчас у нас система. Мы много раз обращались и продолжаем обращаться к людям. Делайте все. Просто делайте все возможное, чтобы не пускать их туда, в эту армию, в эти преступные структуры, не пускать их любыми способами вот в эту страну, в Украину. Или там, если завтра что-то еще будет, если еще Путин развяжет где-то войну, а я уверен, что он ее развяжет, если ему дадут развязать ее, то сделать все возможное, чтобы беречь своих сыновей. И на чеченском скажу: «Валлахи, хамахит, церквар цехалар, иман цехалар. Жим ойле мегердер стян бюет, худа бюет, хуяц бюет, хитцал цевай, раск шдеен мадуэ, раск шмахках дохша, синц эмаилан цер, цант яхахит тен киум даца, газот дубо, шу газот дуар, газот мадаци, вайдеен дол, раскшен ульехвет на хуазот деш будешь. Иду киецо инц куза ногчи кенти бо от раскшен духа леч. Дела царя дик киецо. Сенальша цер ежри дей на ной вежри бейн раск будия. Сунахам киетерсо. Аукар хулилду. Вот такая вот ситуация. Ну, сейчас я пока не читаю сообщения, хочу просто по теме пройтись. Следующее, что я хотел бы сказать насчет 9 мая. Что может быть? Будет ли там парад на Красной площади, как у них это было? Но я считаю, и как тут в Украине считают, что возможно объявление состояния войны и мобилизация в России. То есть то, что я сейчас сказал. Хотят, видимо, собрать все, что у них есть, и бросить на убой, в бойню эту. Но я уверен, я вижу это здесь на месте, ничего здесь не изменится в Украине. Ничего не изменится. Я вижу, как настроены украинцы. Полностью все детали я говорить, конечно же, не могу. Но я сейчас подойду к тому, что я говорил ранее, к тем, кого пошлют сюда, например. Да? Знаете что? Здесь сегодня в Украине украинцам помогают все страны, потому что видят, насколько этот режим путинский, насколько он варварский. Вот. То есть люди понимают, откуда идет эта опасность. И поэтому эти страны помогают Украине. Даже не из-за того, что они ненавидят Россию, нет, даже не из-за этого, а действительно помогают украинцам. И я уверен просто, что ни Запад, ни там Европа не хотели бы иметь каких-либо проблем сегодня с Россией. Им легче было доить эту Россию, потому что там действительно глупый режим. Вот. Русский Ваня продает все. Он ничто хорошего не сделает для своей родины, но продаст все, что имеет. И нефть, и алмазы, и леса, все продаст. И вот такую страну
как говорится, лучше ею питаться. Вот. И эти страны, которые я сейчас говорю, ну, например, европейские, им было бы лучше вот так ею кормиться, а не вступать в какие-то конфронтации. Поэтому это война не Запада, не Европы. Это война, которую развязал Путин. И все это здравомыслящие люди это видят. А те люди, которые сюда приезжают воевать против Украины, или которых могут сюда послать, просто задумайтесь. Те страны в то время копили оружие, они строили, они создавали это оружие, чтобы на какой-то случай им сопротивляться. То есть я что хочу сказать. Здесь есть такое оружие, которое вы никогда не видели, к примеру. Ну, я тоже такого не видел. Вот, так что берегите своих сыновей и делайте все, чтобы они сюда не попали. И что и кто-то у меня спрашивал, что тут происходит. Я сейчас расскажу, то есть как бы сводку прочитаю тут. Тут каждый день обстреливаются мирные города Украины. Вот. И ракеты в основном, почти все, да, которые попадают, они попадают в гражданские объекты. То есть это так умеют вести войны, вот это умеет вести войны Россия. И мы это испытали на себе, у себя на родной земле. Мы помним, когда они заявляли по телевизору, вот нанесен точечный удар, и было убито столько-то боевиков. Они называли нас боевиками. Вот. И мы знаем, насколько они точечные, вот эти удары. К примеру, тот же удар, вы помните, который был нанесен по центральному рынку. Сколько людей там было убито? Вот. Или же такой же, как бы, в кавычках, точечный удар по городу Шали, когда они обстреляли этот город, сбросили несколько бомб в один день, это было в 95 году зимой, сбросили несколько бомб, кассетных, шариковых бомб, на базар, сбросили в центре, погибло много мирных жителей. А потом объявили по телевизору, что был нанесен точечный удар, и были убиты чеченские боевики, как они сказали. То же самое происходит и здесь, в Украине. Каждый день убивают мирных жителей. Каждый день. Вот, насчет сводки. Вот, к примеру, информация от Генштаба Украины. Ну, на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ, то есть Вооруженные силы Украины, за минувшие сутки отбили 8 российских атак. Уничтожено 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники. За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны воздушных сил и сухопутных войск было поражено 14 беспилотников типа «Орлан». И в населенном пункте Ивано-Кепене ВСУ, Вооруженные силы Украины, уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники. Ну и так далее и тому подобное. То есть ведется крупномасштабная война. И Россия несет огромные потери. Потому что армии Украины легче воевать с тем вооружением, которое у них есть. Это беспилотники, это то самое оружие, которое вы никогда не видели, мы никогда не видели. На той стороне, ну что там, масса вот этой советской техники. И что я еще хотел бы сказать насчет войны России против Украины. Знаете что? Эта война носит освободительный характер.
То есть идет, то есть есть оккупация некоторых частей, да, Украины, и Россия пытается ее захватить. Или разделить, или захватить. Ну, в общем, полная агрессия. И здесь украинцы правы. В любом случае. В любом случае для украинцев, для каждого украинца, это его родная земля, это его священная война против этого русского оккупанта. И настолько священная, как у нас была священная война против тех же российских оккупантов. То есть, если кто-то попытается сказать, что украинец не прав, защищая свою землю, вот тот, который это говорит, будет неправ сам. Россия здесь агрессор. Вот так вот. И я вижу, что тут настроение украинцев, и знаю, уверен, зная украинцев, они свою землю не отдадут. Не отдадут. Сегодня здесь есть наши чеченцы, братья наши, которые помогают украинскому народу, которые воюют против русских оккупантов. Кроме них есть азербайджанцы, есть другие представители разных национальностей и религий тоже. То же самое. Как я сказал, здесь помогают все. Помогают все. И я призываю, единственное, к чему я призываю, делайте все, что вы можете сделать. Я не призываю никого на войну. Я не призываю кого-либо приехать сюда, взять оружие и идти в атаку. Нет, я никогда такого делать не буду. Человек сам решает, куда ему ехать, идти на войну или не идти на войну. Но мы сегодня, чеченцы, должны, я считаю, делать все, что мы можем сделать. Будь это словом, будь это делом. Потому что мы столкнулись с тем же врагом, который убивал наш народ, который нас убивал веками, выселял с нашей земли. Вот. И что я еще хотел добавить к этому. Я уверен, что многие из молодежи дома не знают, что происходило 10 лет тому назад, 20, 30, 50 лет тому назад. Может быть, не интересуются даже. Я считаю, что им нужно было бы поинтересоваться, как все происходило. Не из российских источников. К примеру, вот одна интересная у меня папка. Я здесь показываю это во время встреч с журналистами, с организациями, с людьми. Вот. Это военные преступления российских оккупантов против чеченского народа, против нашего народа. То есть это лишь часть того, что было совершено в 2002 году. У меня есть еще много документов. Это отчеты Генеральной прокуратуры нашему президенту. То есть велся отчет, что в этом населенном пункте русские оккупанты убили семью, забрали молодых людей, расстреляли кого-то, подорвали кого-то. То есть вот эти преступления, как русские оккупанты убивали нас. Сейчас даже зачитаю. 1 декабря 2002 года, примерно в 3 часа, в городе Грозном, на улице Чукотская, Ленинского района, в то время, российские военнослужащие ворвались в дом и похитили из своей квартиры Магомедова Магомеда, 68 года рождения. С тех пор его местонахождение и судьба неизвестны. Вот сейчас еще. В тот же день,
1 декабря 2002 года примерно в 4 часа в селе Псидах Волгобекского района, то есть в Ингушетии, Республики Ингушетия, сотрудники спецслужб Российской Федерации похитили 2 беженцев Халидова Ису, 51 года рождения, и его сына Шамиля, 81 года рождения. С тех пор их местонахождение неизвестно. Со слов родственников Халидова являются жителями села Мартанчу Урус-Мартановского района и похищены силовыми структурами этого района. Тут в основном, как я сказал, описывается вот это все. Или, например, 7 июля 2002 года, примерно 24 часа, то есть ночью, в селе Цоценюрт Курчалоевского района неизвестные вооруженные лица в камуфляжной форме и в масках вызвали из дома Бухаджиева Хамзата, 53 года рождения, и выстрелили в упор из огнестрельного оружия. Убили на месте. В общем, совершался геноцид. Убивали чеченцев. Вы помните 99-й год, когда российские генералы открыто в телевидениях, по телевидению говорили, что надо убивать всех чеченцев, начиная от 10 до 65 лет. Мужское население. Истреблять. Они это делали. Убивали всех подряд. И сегодня поэтому мы не можем вообще представить, чтобы чеченец после всего этого пошел в эти структуры, работать на них, работать на убийц своего народа, стать предателем, брать у них эти копейки и позволять посылать себя куда-то, в какие-то войны, в какие-то страны, убивать других людей. Поэтому мы таких называем предателями, предателями нашего народа. Я могу долго, часами говорить про не все, а про многие преступления, которые я знаю. Я работал и продолжаю проводить такую работу, касающуюся военных преступлений. У меня много материалов, я их привез сюда. Вот. И обязательно, в общем, я сейчас свои планы пока говорить не буду. Вот. Мог бы говорить вот так часами, как людей живьем расстреливали, закапывали, сжигали, пытали. Вот эти концлагеря, ПАП-1, ПАП-2, вы знаете, это где в Грозном, Чернокозово. Что происходило с людьми, которые оказывались в этом концлагере. Это не только мужчины, там были и женщины. Эти фашисты пытали женщин, убивали всех подряд, можно сказать. То есть ограничений у них не было на самом деле. Вот так истребляли чеченцев. И сегодня здесь, в Украине, когда я встречаюсь с людьми, я привожу примеры. Если, к примеру, здесь есть населенный пункт Буча, где русские оккупанты совершили вырезали, можно сказать, людей, расстреливали людей. Вот то же самое происходило у нас, поселок Новый Алды, например, как эти фашисты зашли в село и стали убивать всех подряд, стариков, женщин. То же самое произошло в украинском Буче. Вот. И поэтому мы призываем и продолжаем призывать, чтобы люди открыли глаза, чтобы даже наша молодежь интересовалась историей, что происходило с нашим народом. А правы ли эти кадыровцы? Эти кадыровцы их зомбируют. Мы же это видим. Вот. И наша деятельность направлена в основном для того, чтобы эта молодежь понимала эти вещи,
где правда, а где ложь. Ну, что я хотел сказать. Ну, еще тут интересное сообщение зачитаю. Там уже Лукашенко и Путин же заявлял, что якобы Украина готовила нападение на Россию. А там Лукашенко говорил, что Украина также готовила нападение на Белоруссию. Тут уже как бы шутить начали насчет этого. Мне сегодня попалось это сообщение. Вот тут такое сообщение. Почему Путин не дождался, когда Украина на него нападет? Все страны помогали бы ему, давали бы оружие, деньги, приглашали на все совбезы ООН, выступал бы он во всех зарубежных парламентах, чествовали бы его как лидера страны, борющейся с фашизмом на своей территории. То есть не вытерпел, а жаль, пишут тут. Ну, как шутка. Вот. Никто не собирался нападать на Россию. Это неправда, это выдумка. Мы знаем, как российская пропаганда умеет работать, как она может обвинять других, самим вот так начинать войны, а потом обвинять в этом других. Мы помним, как они открыто говорили, что чеченцев надо убивать, как я сейчас говорил. Открыто говорили, что вот чеченцы все террористы, на них надо сбросить ядерную бомбу, говорили. Много было от официальных лиц России. Вот. То есть мы этого врага знаем очень хорошо. Вот, теперь я прочитаю ваше сообщение. Василий Довтрев, вы по очереди с исламом. Ну да. Курбан Алиханов, Чечня – это часть России, пишут. А откуда вы взяли эту Чечню? Вот. Она никогда не была частью России. Она была оккупирована. И сегодня она оккупирована. Вот. Оставайтесь в своей части и не лезьте в части других стран. И не навязывайте ничего другим странам и народам. Живите в мире и желайте этого мира другим народам. И будет все хорошо. Не тащите нас в свой мусорный бак. Муртаз Дейлей Ларес Хылсоваш, митинг намечается перед ЕСПЧ в помощь Амине. Так, я пока не читал такого сообщения. Если можешь, напиши дату, когда намечается. Интересно. Анзор, это правда, что ты предал своего отца, корректирую, написанное, Путлеру, говорит, и сбежал в Европу, говорит он. Я не то, что не предал своего отца, я не предал свой народ. Я знаю, кто мой враг, и буду знать до конца своей жизни. Вот. Я не стал предателем. Ну, ты понял, о чем я.
Читаю ваши вопросы, сообщения. Анзор, нас выслали не русские, а два грузина. Нас выслали, это два грузина, Сталин и Берия. Да, в руководстве в то время был Сталин. Но выслал-то Кремль. Вот. Так, Маркович Виктор. Голодомор в Украине признали геноцидом парламенты многих стран мира. То есть признание геноцида чеченского народа – это работа с парламентом Украины. Так ли это? Да, так. Этот вопрос буквально каждый день тут поднимается. Мы работаем с этим. То есть мы говорим более подробно, говорим о тех военных преступлениях, которые совершала вот эта русская армия, показывая вот иллюстрации, фотографии, документы, которые я сейчас озвучил и показывал. Сейчас, секунду. Пойду дальше. Нохчо, валейкум ассалам, ларисху массера дуэманушта, ход лайн хлуталмели язюэль, ларисху. Так, Василий Долгтрев. Так, Анзор, уже много советов, чтобы не пойти, сейчас, секунду, на смерть в Украину. Молодежи России, что им делать, как откосить. Ну, смотря в какой ситуации, в каком месте человек находится. Мне сейчас, конечно, трудно советовать, сделай вот это, сделай другое, может, это пойдет не так. Может, у людей возникнут, наоборот, проблемы. То есть человек должен сам искать эти выходы. Просто, наверное, я не знаю, закрыть глаза, бежать оттуда. Зачем становиться оккупантом? Зачем позволять кому-то управлять собой? Вот. Делать из себя, чтобы позволять им такое, чтобы делать из себя пушечное мясо. Людей на убой ведут ради интересов двух шизофреников. Один Путлер, другой Кадыров. Так. Хайук доцик мадийцам боцам. Мне лично не жалко их, они из-за денег пошли служить нашим врагам. Знаешь, у меня больше, чем у тебя, есть что сказать. Может быть, я держу вот это все зло в себе и не выпускаю его. Но я просто надеюсь, чтобы хотя бы один человек просто понял и отошел от них. Понимаешь? А вот кто повязан кровью, кто
совершал преступление, то этого человека надо судить. Вот. Несущий мир. Ну, правильно, ты пишешь то же самое, что я имел в виду сейчас. Халид, никому не жалко тех, кто пошли за деньги. Жалко молодежь, их обманом ведут в Украину. Вот об этом я и говорю. Которых ведут вот так на убой. Я же поэтому сделал такое обращение, чтобы по возможности такие люди сдавались украинским военнослужащим. А я уверен, что этим они могут сохранить свои жизни. Если они свяжутся с военными Украины, вот, то их можно как-то спасти. Маркович Виктор, ты пишешь насчет Амины Герихановой. Да, мы тут говорили, обсуждали это здесь. Но я просто сейчас полностью подробности не хочу говорить. Но я видел последние сообщения, касающиеся этой ситуации. Плохо, что такое происходит, что совершаются такие действия, что чеченцы там или другие наши братья, сестры вот так отдаются этой России, которая совершает вот такие преступления. Такое делать нельзя. Нельзя. Курбан Алиханов, боевики в Чечне тоже убивали российских солдат. Да, и очень много. Они горели в танках, и их тела потом сами российские военные офицеры сбрасывали в горах нашей республики, в ущелье. Вот. Потом записывали, что якобы пропал без вести. Очень много было убито русских оккупантов. Не надо было лезть на нашу землю. И не надо лезть сегодня на украинскую землю. Никто тебя убивать не будет. Ой, Маркович Виктор, ты такие вопросы задаешь, ну, я не хочу тут полностью отвечать, учитывая то, что этот эфир смотрят не только наши друзья, братья, сестры. Вот. Поэтому подробности я не хотел бы так говорить, касающиеся этого. Выдавать свои планы, как бы сказать. Халид. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Скажи Исламу, что я написал в Телеграме. Ислам, в тебе написали в Телеграме. Хорошо. Всё.
Скажи, что Пере- ты мне сказал. Я ему передал. Чечня – это часть России, и Чечня не отдельное государство, и никогда им не было. Есть и будет. Вот. Найди в интернете видео, где Борис Николаевич Ельцин, президент России, говорит такие слова. Мы сегодня подписываем мирный договор с Чеченской Республикой Ичкерия. Что, и там подтверждал, что велись войны в течение 400 лет. То есть войны России против нашего народа, против чеченского народа. И всегда Россия выступала оккупантом. И сейчас наша земля оккупирована Россией. И, иншаллах, я уверен в этом, будет деоккупация. И мы возвратим наши земли, народ наш вернется домой на свои земли, и мы восстановим наше государство, то есть Чеченскую Республику Ичкерия. Джамлаев Нохчук, вот как раз именно про это я и сказал, но возвращать какие-то земли и так далее, нет, знаешь, я сейчас это говорить не буду, не буду. Я не люблю обсуждать вот эти территориальные вопросы здесь, где-то как-то в узком кругу, да, я могу говорить об этом, но именно этого сегодня хочет и Россия, чтобы мы там что-то делили с братьями-ингушами, что-то мы делили с братьями-дагестанцами, например. Это все на руку России. Алейкум ассалам. Руслан Михайлов, как я не хочу говорить об этом клоуне. Анзор, почему Кафыров не едет сам в Украину? Я уже 10 раз, наверное, сказал, что у него мужества хватает только поехать на заправку в Ростовской области. Роснефть или? Роснефть, кажется, было, да? Ну, вот. Что-то. Евкуров приехал. Евкуров куда приехал? В Украину приехал. Вообще, В отличие от Кадырова. Так я кухай. Не, если посадить Евкуров... А в какой город Не Евкуров? знаю, куда он приехал. Там с ингушами он где-то встречался. С ингушами которыми? Ну, которые... Воюют? Да, за Россию. За Россию типа выступают, да? Я это не читал. Не, видео там. Видео? Да. Даже не видел. Евкуров, как ты ахилда, мэрился ты от Кадырова. Вообще, бля, Ирвяхо, Кадыров, ты чё? Да там, знаете, отвечая на ваш вопрос, я скажу, мужества не хватает и не хочет рисковать. И ему не позволят рисковать, потому что это особо важная фигура для Путина. То есть Путину он важен. Существование этого ушлепка, тот ушлепок, который сделает все, что ему прикажут. То есть именно прикажут. И он делает то, что ему говорят. Он не зависит от себя, он не хозяин тех волос, которые у него находятся на голове. Вот. Поэтому они его будут беречь. Поэтому и из-за своей трусости тоже этот клоун не появится в Украине.
Да, если там 100% гарантированно, ну, что-то будет на какое-то время на оккупированной части, он может там появиться, но не в той части, где что-то долетает. Вот. Маркович Виктор. Чеченские политики и госдеятели в эмиграции говорят о необходимости проведения объединительного конгресса для избрания единого руководства. На ваш взгляд, возможен ли диалог, например, с Абу Хамзой? А кем являлся или является ислам? Тебе вопрос. Абу Хамза. Это мне вопрос? Это тебе вопрос. Мой. Я не знаю, я как-то мало наблюдал. Я видел его пару раз. Я не знаю, что. Так, скажу вот так. Все те, которые хотят что-то сделать для своего народа, должны делать это вместе. Вместе, в любом случае. И без разницы, какие у тебя там в голове мысли, амбиции и так далее. То есть мы должны работать в общую копилку. И цель должна быть одна. Я, да, там понимаю, что у некоторых цель там разделение там Кавказа, объединение Кавказа или там Эмират Кавказ. Я сторонник того, чтобы делать все то, что делали наши все лидеры. Как говорили наши лидеры, как мечтали наши лидеры. Начиная от Джохара Дудаева. Ну, я про сегодняшнего. Вот. Имеется в виду вот, современной истории. И государство наше называлось и называется Чеченская Республика Ичкерия. И все договора, все соглашения были подписаны с этим государством. То есть Россия подписывала мирный договор, например, с Чеченской Республикой Ичкерия. И пройдет сколько-то лет, может и не лет, может еще вообще скоро, нам придется вернуться к этим договорам. Придется вернуться к этим договорам и напомнить России, что они существуют, что мы их подписывали. И я сторонник того, чтобы ничего не менялось. Я знаю, что есть люди, которые целенаправленно хотят изменить флаг, изменить название республики. Не надо ничего менять. Постройте свое государство, потом спросите у народа, что они хотят. То есть сначала еще надо дать свободу этому народу, накормить этот народ, потом уже спрашивать, что и как они хотят. Вот что надо делать, а не строить свое что-то сейчас. И буквально недавно мы тут призывали: приезжайте сюда, в Украину. Приезжайте, становитесь рядом. Почему? Потому что сегодняшние события здесь, в Украине, война в Украине, сопротивление против России, то есть общего врага, это касается нас. И это касается других народов и республик, и стран. Это уже касается всего мира, который запугивается этим Путиным. Поэтому надо становиться рядом и делать все возможное вот в этой борьбе против России, против общего врага. Поэтому я и обращался с таким обращением. Обычное обращение как гражданина своей республики. Обращение вот направлено для того, чтобы призвать тех людей, активистов наших, чтобы мы могли здесь встретиться, работать во всех направлениях, в которых мы должны работать. Политическое, информационное, по военным преступлениям, во всем, во всем.
Диджей. Валикум салам. Брат Аллах Рейскую. Ну вот я еще раз повторился насчет общественных деятелей. Вот я говорю, ну становитесь рядом, давайте делать это здесь. Делать это здесь. Сейчас, секунду. Мне везде пишут. Не отвечаю, не успеваю отвечать. Так. Байсангур чеченский. Лидерство. Анзор, вопрос, когда у нас мы выберем себе лидера, достойного, чтобы за ним пойти. Ну, тогда, когда народ сможет его избрать, выбрать, вот тогда будет и лидер. Курбан Алиханов. Анзор, скажи, пожалуйста, вы ненавидите Россию из-за мести или из-за того, что верите в свободную Чечню и что говорите? Но я верю в будущее, вот светлое будущее для своего народа. Поэтому вот такие у меня намерения. А вот ненависти, так особой ненависти вот такой у меня нету, да, к этой стране, даже к этому народу. Нет. Но я знаю, что это враг. И сегодня этот враг стал врагом всего человечества. Вот. Посмотрите сами, как этот карлик возомнил из себя такого Геракла, махает шашкой над головой, этими искандерами, там, тополями он терроризирует все человечество. Даже открыто говорится, обсуждается тема о нанесении ядерных ударов. У человека поехала крыша. Вот, поехала крыша. И я считаю, что в первую очередь его должны остановить не мы, мировое сообщество, а те люди, которые живут рядом с ним, то есть русский народ, россияне. Почему? Потому что если этот шизофреник запустит одну ракету, то напротив полетят штук 10. У других тоже они есть, и даже получше качеством. А у этих старые советские мусор, которые вообще не взлетают, падают. Валикум ассалам. Анзор, Черкесию тоже освободим. Наш братский народ, черкесы, героический народ. У них огромная история. Вот. Ну, это наши братья и сестры. Я надеюсь просто, что наш Кавказ, наша родная земля, наш общий дом будет свободен от этого влияния российского, и мы будем хозяевами нашего общего дома.
Я, наверное, сейчас уже подойду к концовке. Кто-то говорит, что я призываю убивать русских и кавказцев, для чего от этого Чечня освободится. Какое-то видео было, да что ты такое несешь? Где ты видел, чтобы я кого-то призывал, кого-то убивать или призывал на войну и так далее и тому подобное. Это вы привыкли там призывать, убивать, уничтожать, сжигать, расстреливать. Вот. Мы люди мира. Мулахид Анзор в Украине не встречал однополчана Аслана Масхадова, твоего отца, да, Аллах для еврейского. Да, общался и, можно сказать, в первую очередь поехал к ним, к сослуживцам своего отца, которые уважали отца и как также отец уважал их. Вот там даже не только дружба была. Вот. Поехал сначала к ним, поинтересовался, как они поживают, живы, здоровы. Вот. Вспомнили те годы, поговорили. Алмаз, также Тарбеков. Алейкум салам, брат. Алхамдулилlah, все хорошо, все под контролем. Настроение тоже хорошее, здоровье тоже, алхамдулилlah. Так, я, наверное, уже еще раз до конца дойду. Так, кому не ответил, ва алейкум ассалам. Иншаллах, победим. Должны победить. Должны. Привезите мне подарок из Украины. Ну, как я могу привезти этот подарок, если это существо сюда боится приехать? Как я тебе его привезу? Горец. Так, алейкум салам. Очень плохо слышно вас. Ну из-за того, что камера там стоит. Никак микрофон не могу найти тут, купить. Вот. Не знаю, где его взять тут. Да, помню марафоны по 3-4 часа, Василий. Так, Ламанхо, ты тоже здесь? Ну что, я подошел к концовке и еще раз повторюсь, что есть информация, достоверная информация. Есть такая информация с разных источников, что после 9 мая, может быть и в 9 мая, они хотят, вот, путинская власть хочет собрать людей, особенно с территории Северного Кавказа, особенно чеченцев, и бросить на Украину. Вот. То есть речь идет в первую очередь о тех, кто входил в силовые структуры, включая МЧС и охранные организации, а также те, кто стоит на учете правоохранительных органов и у кого есть финансовые задолженности. В их число могут также войти те, которые находятся в заключении. То есть, еще раз повторюсь, они хотят бросить все как бы для какой-либо победы здесь, в Украине. Поэтому моя просьба
к нашим соотечественникам. Делайте все, чтобы они не смогли этого сделать, чтобы их не использовали как пушечное мясо здесь, в Украине. Это не наша война, не наша. Не должен чеченец ехать в Украину, становиться рядом с русским солдатом, российским военнослужащим и идти против Украины. Украина это наша дружественная страна, и она никогда в истории ничего плохого, как страна, нам не делала. Не они нас бомбили, не они создавали вот такие концлагеря на всей территории нашей республики, не они пытали и убивали наших братьев и сестер. Все делалось кремлевской властью, вот, теми самыми российскими военнослужащими, оккупантами, которые убивают сегодня в Украине украинцев. Поэтому сделайте все, чтобы они не участвовали в этой бойне. Это мой призыв. Хорошо, я всех благодарю. Кто-то интересовался, все ли у меня хорошо. Алхамдулилlah, все хорошо. Жаловаться ни на что не буду. Вот. Все нормально, алхамдулилlah. Будут результаты, будем работать. Намерение чистое. Иншаллах. Желаю всем вам мира. И увидимся, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Маша.